Если посмотреть на это место с высоты птичьего полета, то можно заметить, никаких построек здесь нет. А находится холм где-то длиной 50 метров, в высоту метра 2-3. Этот холм находится во дворе жилых домов на пересечении Октябрьского проспекта и Орджоникидзе. Это одно из убежищ в городе Сыктывкар. На снимках со спутника отчетливо видно, во дворах домов пустырь, а под холмом этим защитное сооружение, в народе именуемое бомбоубежищем. А вот это бетонное сооружение на холме, скорее всего, запасной или аварийный выход из убежища. С той стороны выход замурован, а вот с этой стороны открыт. Тут находится железный люк, его даже пытались взломать, но, видимо, не получилось. От попыток взлома осталась только щель, через которую выходит поток холодного воздуха. Попасть в укрытие можно через основной вход, но он тоже закрыт на замок. Сюда подведена электропроводка. Из чего можно сделать вывод – это защитное сооружение действующее. Это, как его, дом-убежище. 100 лет-то уже стоит, да. Там пусто внутри. Когда-то внутрь проходили, да, там с обеих сторон только скамейки так стоят. Зимой дети катаются в ту сторону. Как горку используют? Как горку, конечно. Никаких информационных указателей на данном сооружении нет. Как нам удалось выяснить, укрытие было построено в 70-80-х годах для сотрудников санэпидстанции. В 90-е оно, как и многие другие сооружения подобного типа, находилось в запущенном состоянии. Какое-то время здесь даже располагался пункт по приему стеклотар. Сейчас укрытие находится на балансе Роспотребнадзора, главный офис которого находится неподалеку. Мы все помним Карибский кризис и все такие вещи, поэтому, естественно, угроза была. Были расчеты, выданные Генеральным штабом, тогда еще СССР. На каждый город был дан тип оружия, которое будет применяться на этой территории. Исходя из этого производились расчеты. Сколько нужно защитных сооружений, на каких объектах они должны быть и какой тип сооружения в каком районе должен быть. Чем ближе к эпицентру взрыва, соответственно, тем больше класс защиты. В районе, допустим, ударной волны строились только убежища. Дальше, там, где ударная волна и световое излучение не имели определенного воздействия, но проникающая радиация, радиоактивное излучение действовали продолжительное время. Там строились уже противорадиационные укрытия, у которых класс защиты от определенных вещей был меньше. По официальным данным, сейчас в Сыктывкаре 47 защитных сооружений, 33 убежища и 14 противорадиационных укрытий. Убежища и укрытия отличаются друг от друга классом защиты, но оба предназначены для укрытия людей в случае опасности. Убежища имеют более высокую степень защиты по сравнению с укрытиями. Они спасают людей от поражающих факторов ядерного взрыва, отравляющих веществ, воздействия высоких температур и ударной волны. Противорадиационные укрытия, сокращенно ПРУ, обеспечивают защиту от радиоактивного и светового излучения. Под ПРУ используют подвалы, погреба, шахты. Кстати, сооружение недалеко от центральной водокотельной как раз относится к противорадиационным укрытиям. Оно типовое, как и укрытие под номером 103, принадлежащее Россетям. Со стороны улицы виден холм с основным входом и аварийным выходом. Ну, где-то вот бугорок, если смотреть, потолок получается где-то посередине. Вот так вот. Мастер службы зданий и сооружений компании Александр Захаров проводит специальную экскурсию для нашей передачи. По его словам, защитное сооружение было построено в середине 80-х годов. В 90-х укрытие использовали под склад. Хранили картошку и другие овощи для энергетиков. По документам это сооружение так и числится – укрытие-склад. Данное укрытие предназначено на 50 человек, чисто управленческий аппарат и аварийно-восстановительные бригады. Непосредственно с этого укрытия будет обеспечение энергоснабжением всего города. Остальная часть персонала южных электрических сетей переезжает в Пашгу. А здесь остаются восстановительные бригады по всем направлениям. Их много у нас.
без управления и надзора энергосистему оставлять нельзя, энергоснабжение. Поэтому сюда переводятся все рычаги управления энергосистемой, и люди здесь работают. В укрытии, надо сказать, довольно-таки холодно и неуютно. Термометр показывает всего 8 градусов тепла. И это нормально для подземного сооружения. В случае необходимости можно включить обогреватель. С момента сигнала угрозы на полную готовность дается 1 час. За это время укрытие должны подготовить к приему людей. Для этого существует отдельное звено, возглавляет которое как раз Александр Захаров. За час они должны обеспечить защитное сооружение водой, продуктами питания и всем необходимым. Система воздухоснабжения происходит напрямую, без фильтра сначала. В случае угрозы, о чем будет предупреждено, клапана перекрываются и весь поток воздуха проходит через фильтр. Нагнетание воздуха происходит 2 вентиляторами. Один запасной, один работает. При выходе или обестачивании вентиляторов происходит ручное нагнетание воздуха. В случае необходимости в убежище доставляется малогабаритная электростанция, которая должна обеспечить бесперебойным электропитанием. Данный люк является запасным выходом на поверхность. Так, если видите, вон там еще одна дверь есть. Стольня, да? Тут лестница, и наверх там тоже есть еще один лючок. Это ПРО рассчитано на 50 человек. Оно небольшое и, кажется, сидеть здесь долго тяжело. Это временное убежище, говорит мастер. Предназначено, чтобы переждать самое опасное время. Укрытие в защитных сооружениях – основной способ защиты населения. Убежище строится заблаговременно, в соответствии с народно-хозяйственными планами. Наиболее экономичны и удобны в эксплуатации убежища, встроенные в подвальные этажи зданий и сооружений. А вот защитное сооружение номер 120 в Сыктывкаре считается образцово-показательным. И это уже не просто укрытие, а убежище, рассчитанное на 500 человек. Находится в Вежве в подвале здания на глубине 5 метров. Это убежище было построено в 1984 году. Строила для себя бывшая организация, бывший ООО который возводила вот здесь различные дома, помогала ЛПК возводить свои различные сооружения. Работало очень много человек. Но, видите, убежище очень большое. Управлению противопожарной службы республики это убежище досталось в 2010 году. До этого здесь был тир, где тренировались сотрудники МВД. После ремонта в 2012-м в убежище открыли классы для слушателей курсов противопожарной службы и музей гражданской обороны Республики Коми. Именно здесь посетителям рассказывают об истории развития гражданской обороны и возникновения укрытий и сооружений. Система местной противовоздушной обороны в стране функционировала уже с 1918 года, когда появилась необходимость защищать Петроград от нападения с воздуха кайзеровской Германии. Готовили ворошиловских стрелков по линии предшественников ДОСААФ, это система ОСО-Авиахима. Там же учили людей на случай применения химических средств одевать противогазы и так далее. Как только началась Великая Отечественная война, вышли суровые законы, и всеобуч был объявлен, и начали этим серьезно заниматься. Массовое строительство защитных сооружений, рассказывает ветеран гражданской обороны Валерий Пузаков, началось еще перед Второй мировой войной. Во время бомбежки городов, особенно Москвы и Ленинграда, население вынуждено было укрываться в различных защитных сооружениях. Использовали подвалы, метро и специальные убежища. На территории Коми АССР военных действий не было. И, конечно, речи о бомбоубежищах и укрытиях не шло.
К концу войны, когда уже Америка применила ядерный удар по Нагасаки и Хиросиме, время показало, что действительно население должно укрыться. Начали строить и убежища. Особенно начали строить убежища, чтобы укрыть людей на производстве. То есть люди работают, людей в военное время их не эвакуируешь, им надо выпускать снаряды, им надо выпускать оружие, им надо выпускать самолеты и так далее. Их надо укрывать, пока воздушная тревога там не прекратилась, то есть налет не прекратился. Они выходят из убежища и начинают работать. Укрытия и убежища в основном сооружались при крупных предприятиях, работы которых нельзя было приостановить даже в военное время. Основные промышленные узлы в нашей республике складывались вокруг Сыктывкара, Воркуты, Ухты, Инты и Печоры. Именно в этих городах в первую очередь строили защитные сооружения под надзором спецорганов гособороны. По отчетным данным штаба Гособороны Коми АССР, в 1986 году было введено в строй 21 убежище на 3500 человек и 14 противорадиационных укрытий на более чем 5000 человек. Остальное население в случае опасности должно было эвакуироваться в безопасные места. Главная защита для нас – это эвакуация. У нас территории хватает. Никто по Усть-Куломскому краю ядерные боеприпасы не будет принимать. По Сыктывкару что-то могут. Поэтому надо обучать людей на случай эвакуации или временного отселения, даже при чрезвычайных ситуациях в мирное время. Убежище номер 120 микрорайона Эжва – серьезное и мощное защитное сооружение. Одно из самых больших на территории Сыктывкара. Его площадь около 1000 квадратных метров. Это монолитное сооружение. Толщина его стен и потолка 80 сантиметров. Паспорт убежища. Вот тут все данные расписаны, какие помещения должны быть в убежище, как оно защищает. То есть 2000 раз уменьшает радиацию после нанесения ядерного удара, выдерживает 2 килограмма силы от ударной волны на каждый квадратный сантиметр. Попасть вовнутрь убежища не так просто. Здесь тамбурный способ пропуска. Защищают помещение несколько массивных дверей. Если есть вероятность попадания радиоактивной пыли на людей, на улице разворачивают пункт санитарной обработки со сменой одежды и белья. И лишь после этого человек попадает в убежище. Здесь основной вход в убежище, да? Но это же запасной выход, если обстановка позволяет. Если здание разрушится, вот тут они вам показывают. Вот за этой дверью, если открыть. Из убежища есть несколько запасных и аварийных выходов. Они также закрыты плотными дверьми, открыть которые возможно только применив недюжинную силу. И вам должны на работе сказать, не забывайте с собой документы и с собой обязательно брать продукты на 2-3 суток. Никто нас нигде не ждет, даже при чрезвычайных ситуациях в мирное время. Если объявлена такая ситуация, каждый человек должен позаботиться о себе и о своих детях. Потом, если это тянется, продуманный государственный запас. Их же надо подвести, их надо организовать, чтобы раздавать, там, приготовить и так далее. Да, продукты питания в убежище не хранят. Так что банки с тушенкой из НЗ здесь не увидишь. Для обеспечения помещений кислородом установлена вентиляционная система. Она работает в 3 режимах. Чистая вентиляция. Мы включаем вот эту систему по белым трубам. И в сетках задерживается радиоактивная пыль, если она имеется. Если узнали, что противник применил какие-то химические аэрозоли, то подключаем вот эту систему, желтым покрашенной, значит, так. И вот на фильтре вентиляционная установка с определенным составом, которая там нейтрализует их, и после этого уже воздух в определенное время поступает в это помещение. Красные трубы работают в 3-м режиме вентиляции. Это регенерация внутреннего воздуха, когда закрывают все клапаны и забор воздуха извне прекращается. Сюда доставляются баллоны с сжатым кислородом, и с помощью вентиляционной системы он распределяется по всей территории убежища.
Если кислорода снизилось, задышали уже, люди начнут терять сознание. Поэтому нужно обогащать кислородом это дело. Сейчас баллоны с кислородом не держим, за эти 12 часов привозят. По документам в режиме чистой вентиляции можно здесь пробыть до 2 суток. Сейчас электричеством убежище обеспечивает СЛПК, но на случай прекращения подачи электроэнергии включается дизель. Его привозят со склада и устанавливают в отдельные помещения. Ну а если это выбито, а выходить нельзя определенное время, то тут 600 человек, найдутся настоящие мужчины, которые каждый будет крутить эту штуку, сколько надо, и закачивать воздух по этим трубам, или вот по тем трубам. Все надо постоянно крутить. Мобильная сеть здесь недоступна. Для связи с внешним миром есть стационарный телефон. По нормативным документам в убежище должен быть медпункт. Здесь у нас работает медицина. Вот. Все, что для них есть, то, что не считается, значит, приходят со своим инвентарем. Сейчас медицинская комната служит скорее музеем. Здесь лежат медицинские аппараты и разные принадлежности. Но в случае опасности это место превращается в действующий медпункт. Каждый человек, который выходит в зону радиации, запускает человека вот с таким индивидуальным дозиметром, измерителем дозы. Если человек получил 50 рентген, его впускать в зону больше нельзя. Основной зал убежища занимает музей, где хранится более 250 экспонатов. Документы, фотокарточки, защитные костюмы для работы в радиационных зонах, средства индивидуальной защиты для взрослых и маленьких детей и даже противогазы для животных, в частности для лошадей. Средства связи и оповещения, приборы радиационной и химической разведки и много других экспонатов, рассказывающих историю гражданской обороны. Если случается какой-то момент или объявляются военные действия, боевые действия, с момента получения этого сигнала о проведении мероприятий какой-то гражданской обороны в течение 12 часов мы должны привести это убежище в готовность. Все эти классы убираются, приводятся сюда нары. У нас они тоже имеются на складах. Проверяются инженерные системы и электроснабжение, водоснабжение, канализации, теплоснабжение полностью, и фильтры вентиляционной установки еще раз проверяются. Еще раз проверяются регенеративные установки. Полностью все защитные герметические двери еще раз проверяются на непропускаемость зараженного воздуха. Все фильтра, предфильтра, которые мы используем для дыхания, тоже все это проверяется. Санпропускники, аварийные выходы. Нужны ли защитные сооружения сегодня? Наверняка этот вопрос у многих сейчас крутится в голове. Ведь вряд ли ПРУ, сооруженное из бетонных плит, спасет от высокоточного современного оружия. Но на этот вопрос у спасателей есть свой ответ. Цель гражданской обороны – это не только защита населения в условиях войны, но и защита при любых чрезвычайных ситуациях, природных катаклизмах, техногенных авариях, которые могут случиться и в мирное время. То, что мы имели на ЛПК, в одном танке 156 тонн этого хлора. Если бы какой-то диверсант в то время вывел из строя вот этот один танк, то его бы хватило в радиусе 30-40 километров на всех, кто не имеет под рукой защитное средство. Вот сейчас чистым хлором уже бумагу не отбеливает двуокисью хлора, и эта опасность в значительной степени миновала. И практически руководство от этого предприятия своих в 2,5 километров и отвечает, если что-то непосредственно на предприятии случилось, чтобы они могли сообщить населению, а вот население, оно должно знать. На сегодняшний день категория города по сравнению с прошлым периодом, она у нас повысилась наоборот. То есть если другие города, категория по гражданской обороне уменьшается, Сыктывкар наоборот повысилась категория. Ну, у нас достаточно большое химическое производство. Даже при нападении обычными средствами поражения у нас есть и серный гидрид, есть и другие химически опасные вещества, хлор тот же, от которых есть необходимость защищаться. А защитное сооружение при полном нормальном его функционировании может спокойно защитить от поражающих факторов химического заражения.
Еще одно укрытие находится по адресу Октябрьский проспект, дом 10. И эта информация уж точно не секретная. Ну, хотя бы потому, что табличка с указанием этого объекта находится прямо возле подъезда дома. Но как попасть внутрь этого укрытия, не знают даже жители этого дома. Можно предположить, что вход находится где-то вот здесь. А это, в смысле, где-то в подвале, наверное, должно быть. Вот я не знаю. Не знаете? Нет. Это уже висит, наверное, сколько очень давно, наверное, висит. Будь здоров. Да? Не знаю, не знаю. Я недавно тут был. Говорят, тут есть бомбоубежище. Прямо внизу под домом. За кем числится данное защитное сооружение и в каком состоянии оно на сегодня, нам выяснить так и не удалось. Система гражданской обороны – это мир, в котором все строго и секретно. Списки защитных сооружений гражданской обороны и их адреса в открытом доступе не публикуются. Поэтому простому обывателю о таких сооружениях можно только догадываться по внешнему виду. Еще один загадочный объект – рядом с театром оперы и балета. Это вход в убежище, принадлежащее одной из компаний, предоставляющей телефонную связь. В каком состоянии находится подземное сооружение, остается только догадываться. Были времена, когда за этим очень сложно было следить. Банкротились предприятия, это имущество фактически бросалось. Никто не брал на баланс, потому что, естественно, содержание этого сооружения оно влечет за собой достаточно серьезные финансовые затраты. И мы с этим вопросом достаточно серьезно боролись, искали. Даже были у нас и судебные прецеденты, когда мы судились и пытались доказать о том, что защитное сооружение не должно оставаться в таком состоянии. На сегодняшний день были пересмотрены подходы государства к защите населения. Новые расчеты, новые потребности. Соответственно, есть часть защитных сооружений, которые сегодня уже на данный момент не актуальны. Проводится процедура по их списанию. Но они могут использоваться, если его содержать в нормальном состоянии, они могут использоваться абсолютно в народном хозяйстве. За состоянием убежищ следят те организации, на балансе которых они состоят. Они же должны обеспечивать постоянную готовность этих помещений к переводу на режим защитных сооружений и предоставить необходимые условия для безопасного пребывания людей, как военное, так и в условиях чрезвычайных ситуаций в мирное время. Практически все защитные сооружения используются под те или иные вещи. Кто-то их просто содержит и закрыто на замке, а у кого-то раздевалки какие-то находятся. В водоканале у нас там склад просто-напросто. Но при поступлении сигнала через определенное время, которое дается нормативными документами, все это освобождается. Он дооборудуется для приема укрываемых и готов к использованию по прямому предназначению. Многие укрытия на сегодня в запущенном состоянии, вычеркнуты из реестра защитных сооружений за ненадобностью. Содержать их удовольствие дорогое и по карману далеко не каждому предприятию. Да и реальной внешней угрозы на сегодня нет, уверяют нас специалисты гражданской обороны. Предприятия с опасным производством имеют свои защитные сооружения, а остальное население в случае опасности будет эвакуировано в безопасные места. И для этого у спасателей существуют разработанные планы. А о правильном поведении и подготовке к эвакуации нас учат на уроках ОБЖ и занятиях по технике безопасности на работе. И к ним, уверяют сотрудники ГО и ЧС, относиться надо чуть серьезнее, чем мы привыкли. А что касается защитных сооружений, со времен строительства ни одно из убежищ и укрытий в нашей республике не использовалось по прямому предназначению. В них только вели учения и водили экскурсии. Будем надеяться, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем.